Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Первая тема, о которой мне хотелось бы поговорить, чтобы мы ее обсудили, я думаю, что ее обсуждают многие, это военный парад, который состоялся в Баку. Он интересен еще тем, что там были как бы представители, то есть высшее руководство и Турции, и Пакистана. Это, во-первых, была такая большая демонстрация военной силы, военной мощи Азербайджана. И как вам кажется, что этот парад еще символизировал? Вот какие там можно сигналы было выявить? Вы знаете, последние годы много говорят об Азербайджане среди всех Кавказских республик. И на это есть, между прочим, основания, потому что Азербайджан уже за долгие годы, десятилетия, все-таки ему удалось вернуть Карабах. И там, кстати, после возвращения Карабаха победы, это в 2020 году, был проведен такой грандиозный парад. Вот как мы заговорили о параде, я вспомнил этот парад. Грандиозный парад связан как раз с победой в Нагорном Карабахе. И потом, понимаете, мне так кажется, что все-таки политическое руководство Азербайджана, эта демонстрация, победное шествие до сих пор продолжается. Вот то, что вы задали вопрос, да, связанный с этим парадом, конечно, то же самое. Это символ того, что, может быть, многие обозреватели говорят, что, может быть, даже есть претензии на какую-то региональную державность. Понимаете, когда после всех этих событий, после победы, такое, может быть, вообще часто случается. И потому, понимаете, с приглашением таких высоких, больших гостей из-за рубежа, и такой парад, это говорит о том, что Азербайджан все-таки демонстрирует какую-то определенную силу по отношению, может быть, к некоторым своим недоброжелателям. Но это могут быть соседи, это могут быть далеко за пределы Кавказского региона. Потому что за последние месяцы много чего происходило. Напряженные отношения между Россией и Азербайджаном. Когда были такие, когда все это случилось, говорили, что все-таки вряд ли удастся из этого кризиса выйти в этом году, например. Понимаете, была встреча в Душанбе между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Говорят, что все-таки какие-то связи будут налажены, потому что это в интересах Азербайджана. Но в то же время тесные связи с другими странами, особенно с Турцией. Турция – это ключевой игрок в решении многих проблем Азербайджана, в том числе связанной и с территориальной целостностью Азербайджана, и вообще проблемы геополитических и геоэкономических тоже. И потому, понимаете, называют это такой демонстрацией такой силы, может быть, державной, не державной такой мощи, но видите, мы все это сделали. И говорит о том, что все-таки Азербайджан является сегодня, между прочим, один из многих из всех республик ключевых игроков в плане коммуникации. Потому что много говорят, там и большие державы поучаствуют, были приглашены. Между прочим, мы же видели, как Дональд Трамп встречал и премьер-министра Армении, и президента Азербайджана. Было подчеркнуто, что все-таки это благодаря его миротворческой миссии проблема решена и так далее, и так далее. Понимаете, эта демонстрация говорит о том, что все-таки эта реабилитация в плане геополитическом Азербайджана, как подчеркиваю, это состоялась. Об этом нужно говорить. А во всем остальном много проблем еще до сих пор остаются, между прочим. Это проблемы продолжения, связанные с Ираном и с Ингизурским коридором, но это вопрос уже переговоров, и, может быть, удастся даже выйти на какие-то мирные договоренности с Арменией. Но это еще по большим вопросам, когда это произойдет, никто не знает. Но как раз вам кажется, разве все это так уж коррелируется с тем, скажем так, вроде бы заключенным миром, да, как бы мирными отношениями? То есть разве это не противоречит тому, что, то есть не является ли это, наоборот, зеркальным отражением того, что мира еще долго ждать в регионе не придется и между этими двумя странами? Вы знаете, много от чего делается, что все-таки какой-то мир был установлен в этом регионе, потому что, знаете, это не говорит о том, что враждебность между двумя народами, например, азербайджанцами и армянами, будет преодолен. Понимаете, это на десятилетия. Но политика, которую проводит нынешнее руководство Армении, подчеркнута, что они согласны на договоренности, если это будет отвечать национальным интересам. А что это означает национальные интересы нынешнего руководства Армении? Как они формулируют? Это хорошие отношения с Турцией, наладить хорошие отношения с Турцией и установить, наконец, мирные какие-то договоренности с Азербайджаном, чтобы конфликт окончательно был решен. Вы понимаете, мы же живем на Кавказе, понимаете, это можно договариваться, какие-то договоренности можно заключить, а смогут ли мирно в ближайшем будущем сосуществовать два народа, азербайджанский и армянский народ, это под большим вопросом. Понимаете, много чего необходимо будет решить в плане
статуса Нагорного Карабаха, хотя говорят, что это окончательно не решен вопрос, но многие не согласны. Внутри армянского общества очень, понимаете, напряженная такая обстановка, и во что это выльется, никто не знает, во всяком случае, в ближайшее время. Потому, вот, понимаете, очень напряженная, все-таки напряженность какая-то будет сохраняться. И потому, понимаете, это все, что делается, да, это в интересах, конечно, и больших держав, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, потому что вот о многих коридорах, которые говорят вот в мире, да, связанные с Южным Кавказом, конечно, здесь ключевая роль Азербайджана. И потому они заинтересованы в стабильности мира. А вот как это будет осуществлено, мы до сих пор не знаем. Во что это выльется. Когда, самое главное, будет заключен мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Да, и тем более, что говоря о стабильности в этом регионе, да, и на Южном Кавказе, нельзя забывать, наверное, и о России, да, и вроде бы тут как раз отношения, как вы уже сами сказали, какие-то, как бы переживают, можно сказать, некий кризис, да, вот этот парад, он тоже, вот если соотносить его с азербайджано-российскими, российско-азербайджанскими отношениями, вот тут все-таки что можно подчеркнуть? Вы знаете, какие-то, вы знаете, до сих пор сохраняются напряженные отношения. Это связано с событиями, которые имело место с самолетом, да, вот, когда это все случилось, и были и другие акции со стороны Азербайджана, и со стороны России. Это вот кризис, который имеет место, и это не значит, что вот в скором времени может быть преодолен. Но понимаете, в чем дело? Когда говорят о политике России на Южном Кавказе, все-таки я не верю, что когда-либо без учета интересов России мир на Южном Кавказе будет установлен, потому что это великая держава, это исторический фактор, и потому, наверное, фактор российский будет играть и один из ключевых факторов решения многих проблем. Но понимаете, в чем? Если говорить о параде, еще раз вот хочется вернуться вот вопрос, который вы задали. Понимаете, ведь напряженность между Азербайджаном и Россией возникла еще из-за того, что после всех этих событий подчеркнуто, президент Азербайджана не приехал на парад 9 мая. Понимаете, многим это не понравилось. Понимаете, и некоторые акции, которые были сделаны со стороны и руководства Азербайджана, может быть, и руководства России, это вот спровоцировало кризис. Удастся ли двум лидерам преодолеть этот кризис? Какие-то встречи состоялись, какие-то телефонные разговоры имели место. Ближайшие месяцы покажут. Но, я еще раз говорю, много конфликтов на Южном Кавказе. Без участия России ни один из этих конфликтов до конца не будет решен.